В Якутске торжественно ввели в эксплуатацию новый водозабор, который обеспечит город большим запасом воды. Реализация проекта велась с 2012 года. Инвестиции в строительство объекта составили свыше 5 миллиардов рублей. До этого в городе действовал маломощный водозабор, построенный почти полвека назад и ни разу не подвергшийся модернизации. Сейчас, благодаря современным технологиям, используемым при строительстве, удалось отказаться от опасной хлорной очистки воды. У водозабора 2 станции водоочистки. Каждая способна перерабатывать по 55 тысяч кубометров воды в сутки. При этом потребление в столице составляет 60-70 кубометров в сутки и лишь в пиковые периоды достигает 90 кубометров. Как отметил в Рио глава Якутии Айсен Николаев, запас мощности необходим в связи с тем, что Якутск активно развивается. Когда был построен тот водозабор в городе Якутске, хочу напомнить, жило всего лишь 120 тысяч человек. Сегодня в городе Якутске живет 330 тысяч человек. Официально мы все знаем, что у нас где-то порядка 350 тысяч человек. Многие годы мощность нашего водозабора поддерживалась, наверное, исключительно самоотверженностью работников водоканала, которые в очень трудных условиях, особенно осенью и весной, обеспечивали город питьевой водой. К сожалению, те мощности, те технологии, которые были заложены еще в советское время, они, конечно же, не позволяли обеспечивать население той водой, которая должна поставляться согласно нормативу. И благодаря тем решениям, которые были приняты несколько лет назад, началось строительство этого, на самом деле, серьезнейшего объекта, на который потрачено свыше 5 миллиардов инвестиций. Я хотел бы поблагодарить все те финансовые структуры, которые участвовали в этом. Это Европейский банк реконструкции и развития, банк ВТБ, Евразийский банк. И, конечно же, компания Тахал, которая выиграла международный конкурс и обеспечила строительство в кратчайшие сроки данного объекта, оснастив его самым современным оборудованием, которое сегодня на нашей планете существует. Сейчас, на самом деле, сделано самое главное. Станция водозаборная с очистными сооружениями построена. Вода здесь абсолютно чистая, практически питьевая по ГОСТу. При этом мы понимаем, что сейчас в городе предстоит большая работа по реконструкции магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей. Это работа самого водоканала по магистральным сетям, это работа ЕТЭЦ, теплоэнергии, Прометея по внутриквартальным сетям. Но я уверен, что после того, как сделано самое главное, так с этим справиться нашим коммунальщикам будет в десятки раз уже проще. В торжественном событии принимал участие замминистра строительства России Андрей Чибис, который отметил, что на федеральном уровне активным регионам будет оказана поддержка в этом направлении. Тема чистой воды, я уже сказал об этом, это вопрос национальной безопасности. Именно поэтому мы запускаем с 2019 года федеральный проект «Чистая вода» по исполнению указа президента. И будем помогать таким проектам, будем помогать таким активным регионам для того, чтобы не только в областных центрах была чистая вода, но и в других городах, и Якутии, и других регионах. И Айсен Сергеевич такой, когда он был мэром Якутска, наверное, был одним из самых инициативных и активных мэров нашей страны. Мы где только не встречались, на каких только международных площадках, и всегда Якутск был, знаете, как такой флагман даже в мировом масштабе. Чистой воды теперь хватит не только населению Якутска, но и пригородов. Реализация проекта стала возможна благодаря совместной работе Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии и компании «Водоканал».